зверя в районе деревни Окват заметил местный фермер. О непрошенных гостях он сразу сообщил остальным охотникам. Все вместе добровольцы без промедления выдвинулись в лес, где и настигли хищника. Да притом не одного, а сразу 3. Впрочем, такие трофеи здесь не редкость. Другие районы также страдали от зверя, который, кажется, чувствует себя хозяином положения. С ноября за шкуру волка охотникам давали 20 тысяч рублей. Более 100 человек уже получили премию до конца года, но только те, кто успел подать заявку до 15 декабря. Первое в приоритете – это заинтересовать местных охотников. То есть я так думаю, что от имени общественной палаты есть смысл обратиться в правительство Республики Коми для того, чтобы вот эту премию, которую сейчас в этом году стали выплачивать, ее выплачивать на регулярной основе. В Минприроде заверяют, в 2020 году стимулирование охотников продолжится, ведь инициатива, как и ожидалось, дала свои результаты. Денежное вознаграждение – это существенный стимул для того, чтобы усилить борьбу с неприятелем сразу по всем фронтам. Сама процедура несложная. Сначала осмотр шкуры зверя представителями профильного ведомства, затем оформление документов на получение компенсации. Наша задача удостовериться действительно, что это волк, что это шкура волка, что она добыта в этом сезоне, что она ранее нигде не принималась. То есть, чтобы человек 2 раза, условно говоря, не сдал одну и ту же шкуру. Вот и все. Вот при вашем присутствии, значит, было сделано 2 разреза, то есть на холке вот данного волка и в районе хвоста, отступая от корня хвоста, 10 сантиметров. Разрезы делаются 5-7 сантиметров. Шкура возвращается после этого охотнику. Впрочем, компенсация – это далеко не все. Сейчас намного важнее наладить процесс поимки зверя-разбойника, а также оснастить охотников всем необходимым. Активисты предлагают создать независимый от госструктур оперативный штаб, куда будет стекаться вся необходимая информация. Это не просто так. Это нужно комплектовать техника, мототехника, связи, чтобы люди могли выехать, условно, даже может на неделю, на 2, на те места, где много волков. И самое главное, еще у этих бригад должен быть беспилотник с тепловизионной камерой. Но не бытовой, который там летает, а именно военный, который имеет возможность летать по 50-60 километров и высокий радиус. Все предложения будут тщательно проработаны и превращены в законодательные инициативы, в том числе, если потребуется, и на федеральном уровне. Ясно одно, сегодня волчий вопрос остается открытым. Ксения Лосева, телеканал Юрган.